М. Эти сказки, если продолжая разговор о сказках Илоны, то эти сказки, они очень были высоко оценены в международном литературном конкурсе «Хранители наследия в действии». Это Прага, 2018 год. Но Прага, вы знаете, это сказочный город, очень таинственный. В нем очень много мистики, сказочности. И там проходят различные конкурсы. И в этом конкурсе «Хранители наследия в действии» в номинации для духовного развития и заслужения отечественной литературы оно получило звание лауреата. И эти книги, которые я вам сейчас покажу, она прислала и в нашему литературному музею. Они являются сказочным, очень ценным экспонатом. Посмотрите, какие чудесные иллюстрации, какие сказочные растения, птицы. И причем эти сказки, они как бы обретают голоса, потому что при этом он очень хорошо играет и поет. И все это создает ощущение чего-то необычайного. И сейчас мы посмотрим видео, которое прислала она, рассказывая о себе, о своем творчестве. Пожалуйста, покажите видео. Надо сказать, что это... Звук, пожалуйста. Писательница из Беларуси, автор сказок «Затерянного леса». Книга недавно была выпущена на 2 языках, русском и английском языках. Также были направлены копии к вам в Якутию. Я очень благодарна, что вы пригласили меня на вашу встречу. И хочется поздравить вас от всей души с новым наступившим 2022 годом и Рождеством. Желаю вам улыбок, дружеских встреч, теплых бесед, несмотря на период пандемии, крепчайшего здоровья, безусловно, исполнения ваших надежд, исполнения ваших желаний и крепкой веры. Очень важно для нас сегодня эта крепкая вера в наше светлое будущее. Я знаю, что у вас в Якутии, безусловно, много из своих сказочников, и мне особо приятно, что вы меня пригласили для того, чтобы я познакомила вас со своими сказками. Особенно для меня значимо имя Анны Гоголевой и ее рассказ «Дух голубого огня» на меня произвел очень сильное впечатление. Знаете, на мой взгляд, шаманы – это какая-то особая культура, которую не каждому дано понять и прочувствовать. Бубен в руках шамана – некое особое средство трансформации, пробуждения потаенных сил человека, пробуждения духа, его духа в гармонии с природой. В моих сказках тоже много написано о любви к природе, о ее красоте, о ее целительных возможностях. При создании своих волшебных историй в первую очередь мне хотелось показать читателю, что волшебство живет вокруг нас. Главное научиться верить в него, верить в чудо, верить в свои собственные силы и свои необычайные способности. И тогда магия будет доступна каждому. Сейчас я хочу прочитать сказку, которая называется «Дети солнца». Давным-давно, когда на свете было много бесстрашных воинов и сильных духом рыцарей, случилась эта история. Однажды утром солнышко не взошло на небе. В то утро все люди очень сильно испугались. Они спрашивали друг друга: «Где наше солнышко? Почему оно не показывается? Как же мы будем жить без него? Что нам делать?» 3 дня оставались они без солнца в полной темноте. А по ночам, когда звездочки были хорошо видны в небесах,
Они молились так, будто видят чудо. Тем самым временем один лесник отправился на озеро рыбачить. Он тоже не видел солнышко 3 дня, но не боялся этого. Напротив, он верил, что у темноты есть своя ценность, и, возможно, ему удастся отыскать особенный знак, который Творец людей не спошлет ему. Вскоре лесник добрался до озера и вдруг увидел лодку, а в ней 2 детей. Воды озера заботливо и бережно направляли ладью к берегу. В лунном сиянии эти дети в лодке были похожи на 2 ангелов. Такой красоты и гармонии природы любитель порыбачить прежде никогда не видывал. Одежда детей была словно из чистого золота. Ее мерцание отражалось в воде озера и сливалось со светом луны и звезд. «Эти 2 посланники небес!» — воскликнул лесник. «Я нашел их вместо рыбы!» Он улыбался. Лесник помахал детям рукой и спросил их, не нуждаются ли они в помощи. Мальчик и девочка сошли на берег в окружении чарующего волшебного света. Они также помахали в знак приветствия дружелюбному человеку. Тогда он спросил у них, не хотят ли они погостить в его доме немножко. И они вежливо согласились. Всю дорогу к дому дети весело смеялись и шушукались. Но как только лесник поворачивался к ним в надежде узнать у них побольше, они умолкали и изумленно глядели на него. Он только услышал слова «Айкар» и «Хика». «Должно быть, Айкар – это имя мальчика, а Хика – девочка», – подумал рыболов. На следующее утро солнце наконец-то вышло и озарило весь мир своим великолепным светом. Жители деревни, в котором жил наш добрый лесник, счастливо приветствовали друг друга. Они поднимали руки к небесам и восхваляли солнце. Айкар и Хика тоже щедро благодарили солнце и небеса. В честь солнца они подарили леснику амулет. С тех дней больше никто не видел Айкара и Хику. Никто не знает, где они сейчас. А наш рыбак-лесник иногда рассказывает эту историю другим детям, но никогда никому не показывает свой амулет. Он говорит, что когда ему одиноко, он идет к озеру, садится подле воды и держит амулет в руке. Он верит, что дети солнца, Айкар и Хика, обязательно вернутся для того, чтобы раскрыть тайну его амулета. Вот такая сказка. Еще раз вам спасибо за то, что пригласили. Мира вам, добра и тепла. Приезжайте к нам в гости. Всего доброго. И спасибо большое Иоанне Ривз за такое прекрасное поздравление из далекой Белоруссии. Спасибо огромное. Так стало прямо тепло, даже не сказка была о солнце, да, наши зимние дни. Спасибо огромное. И сейчас мы хотим, вот как у нас было написано по программе, сейчас мы проводим занимательную викторину. И как раз тоже желательно, чтобы отвечали сразу. Отвечаем сразу, подключаем свой звук. Отвечаете сразу, и мы вам тоже предоставим призы. Это наши книги, очень хорошие издания. Пожалуйста, проводим викторину. Kita selalu efektif terkait dengan Allah kogas berasal Australia. Oğlarga anangen bolnadı. Dehes altas kelas oğlara kilektahtır, tekelektahtır tamanna. Onlardan önemli bir Australia hatta untuk butonun bolbata. Ani nan jawab prostat bütün gelen. Pahastot kıttı. Rohtin oğlarga anangen. Бейдерген мәсін тоқ отут өрен олары. Пожалуйста, петляем сразу рычагком. Нет, звук сразу побатывает. Он на звуки фигайки не говорит. Здесь он не говорит, база, фристарга. Оскола программатынан осколага көреген студент вакисметан
историясын ағылар, тал нәрсені, кәне нәрсе. Сарданы хебеккидо. Сарданы себеккидо. Крисо, сарданы хебекки бота. Атын бок барды. Тоғады төрен олары гел. Сіз алғы баран еқайын. Күрере ұстырияттын. Күрере дейін қас құтияқ доғарды ғары. Оғылы күтнәлде саңтышта. Күрере ұстыриян чыматесілі тәні ғылыда, аннан хашияттан. Кыз күрере ден атта кыз. Күрі иеті үрен кібер жетіптен. Анны баран дире дагы булган аны олаксыян растанында олар аны кубияктарда ол кубияктардын ортого салгы бар кайын кубияктарга көрөгөй туак ахыдерсерилди. Сетте кутияга кытта доорду харды. Татьяна. Кутияктарга көрөгөй туак ахыдерсерилди. Салгы үчүгө үйөдүйен биратын ата. Үчүгө үйөдүйен үйрөтөлөр. Луча сториятын гар Иван Царевич өппөт ога камна киме хатиери. Иван Царевич я эти салгы. Пушкин балыксы туна балыкчан сториятı бар оғаннар бүтехи көрдөһүтэ. Балыксы туна балыкчан сториятı бар оғаннар бүтехи көрдөһүтэ. Не тугу көрдөһөрдү? Алыста кетти. Көтөбдөр мәккөрдөрө. Бос турияна тулар юмскай нуру бита. Бос турияга көтөбдөр тога боста мәккөһөлөр. Тога мустуктары кинен мәккөстөрө. Ник оголор осторияны актактарны да топкойдурын жагдыра. Сәддер болукта тога токтан тога мустуктары тога тог болду дейди. Да, нөйөтөр болуп кыраны оны проблематика тәлен. Ол станок перебор. Чебирере пух бар Татьяна Васильева багазды книгагатын прискутын мантан келен ларенде Октябрьская 10 музей литературный музей Татунайдинского. Спасибо всем участникам. Ага, пух. И сейчас мы уже заканчиваем наше мероприятие. И сейчас вот так как не поступили ответы в чат, да, к нам, мы сразу хотели объявить с Дарьей, да, что, значит, вы вопросы можете посылать в Инстаграм, да? Вы, ответы, то есть ответы на наш Инстаграм. А Инстаграм найдете по этому, да? По Инстаграмна Сахалит музеум. Сахалит музеум. Можете туда посылать в Инстаграм. Сахалит музеум. Ответы и получите вот друзей, книгу Талтала Мясин и билет в цирк. И я думаю, даем срок только сегодняшний день. Сегодня до конца рабочего дня, до 6 часов, пожалуйста, присылайте. Вот книжка очень красивая. И наш билет.
Вот, до 6 часов мы ждем ответы в Инстаграм, после чего тоже призы оставим в музее. И Татьяне Васильевой тоже оставим книжку, допустим, вот одну из книг, да, на вахте нашего музея. Сегодня до конца рабочего дня, до 6 часов. Спасибо всем участникам. На этом наше мероприятие заканчивается. Еще раз всех с праздником, со Старым Новым годом, со всеми нашими праздниками, с пожеланиями всем добра, здоровья, главное, да, и счастья. И могут тоже пожелания свои сказать Дарья, Жанна, Лилиана. Хочется всем пожелать много-много храбрости в этом году, чтобы этот год принес очень много всего нового. Экспериментируйте, пробуйте новое, развивайтесь. Я хочу пожелать всем нашим юным читателям открыть в этом году новое произведение или книгу. Спасибо, Оля. Оларга тяхтымарам осториялыктагы гидилмын хамай ағырга бастык олық демегенен ғазда ағын элдакты кәпсетен осториялахын бәяғы диккерден. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.